судьба, моя мечта, моя война, моя любовь, моя весна, и я стена. Первыми на сцену вышли юные артисты Горского кадетского корпуса. Наряду с армейской выправкой они демонстрируют и другие таланты. Петь у них получается ничуть не хуже. К выступлению готовились тщательно. Ансамбль исполняет песню «Флаг моего государства». Сегодня здесь лучшие из лучших. Для этих ребят это не просто место для выступлений, а пространство для самовыражения. Каждый коллектив исполняет 3 разнохарактерных произведения, одно из которых – сочинение отечественного композитора, отражающее патриотические мотивы и традиционные семейные ценности. А специальная номинация в этом году посвящена творчеству композитора Владимира Шаинского. Следующий конкурсант – хоровой коллектив «Даймох» с песней «Как пойду я на быструю речку». В фестивале принимают участие 8 хоровых коллективов со всей республики. Кто-то из юных звездочек уже опытный участник таких мероприятий, а кто-то впервые пробует себя на таком уровне. Подготовка к конкурсу стала настоящим испытанием для школьников. Репетиции, переживания, но главное – огромная вера в себя и свою команду. Многие уверены, их усилия приведут к победе. Мне очень понравилось. Мы выступаем не первый раз, мы уже выступали много раз. Песня мне очень сильно понравилась. Песни мы исполняли 3, очень веселые и разные. Мы готовились больше 2 недель с хором. Надеюсь, мы впечатлили наших соперников, но, по моему мнению, мы спели хорошо. Жюри конкурса оценивает не только чистоту интонирования и вокальные данные, но и артистизм, эмоциональность и сплоченность коллектива. В его составе народный артист Республики Ингушетия Тимур Дзейтов. Он отмечает, с каждым годом уровень подготовки участников растет. Конечно, было бы вообще хорошо, если бы на несколько голосов, хотя бы самый минимально, хотя бы в 2 голоса, если бы дети пели. Вот. А так вот попадание, ноту, правильно, вот так вот простым языком говоря, вот такие вот самые простые критерии, понимаете? Вот. И мне кажется, что есть у нас очень талантливые дети. Я посмотрел, послушал всех. По словам организаторов, такие конкурсы играют важную роль в воспитании детей, помогая раскрыть их творческий потенциал и развивать чувство патриотизма. Сейчас это, наверное, самая основная задача – популяризация хорового пения, выявление талантов детей, творчества. А вообще нашего центра основная задача – выявление талантливых детей. Поэтому такого рода конкурсы регионального этапа, естественно, мы их с удовольствием проводим, принимаем эти хоровые коллективы в лицей-центре одаренных детей. Конкурсный марафон подошел к концу. Жюри подвели итоги регионального этапа фестиваля «Поют дети России». Лауреатом 1-й степени в номинации «Школьный хор песни моей страны» стала 3-я Назрановская школа, а в специальной номинации одержал победу Назрановский лицей. Они допускаются к участию в федеральном этапе. Амина Зязикова, Билал Ахильгов, Магаз 24.